Мы идем показать канатную дорогу. Вот райончик. Это у вокзала прям таки надо сворачивать. Обогнуть вокзал мы еле разобрались. Вот ветер сегодня, конечно, сильный. Но ничего страшного. Надеюсь, вы не будете сильно. Так буду как-нибудь вот так загораживать немножко, чтобы ветер не так дул. Тут киски живут, естественно, везде у нас в Российской Федерации. У нас не просто Зеленоградск, допустим, город кошек, да, а и Светлогорск, и вся Россия город. Одна страна кошек. Вот они. Вот она, канатная дорога, да. Вот они, вагончики. Я просто покажу. Съездим мы, наверное, попозже. Просто хочется показать, как выглядит это все. Это все очень красиво. Вот такая вот с горы оно идет. Просто сейчас ветер, и на канатной дороге мне не очень-то приятно было бы, допустим. Вот. Они идут все пустые. И там, видите, такое море. Обрыв, и тут море. И такая высокая гора. Но их очень сильно шатает ветром. Вот посмотри, Владимир Николаевич. Да немножко. Но ехать неприятно. Вот, если хочешь, съездить туда-обратно. Я пока не поеду. Я хочу подождать, когда ветер чуть-чуть. Но пейзаж потрясающий, конечно. Это пешком по лестнице. Да, тут полно лестниц, я все покажу. Но сначала надо перекусить. Мы решили сходить вот сюда. По-моему, это круассан-кафе. Но я хочу вот посмотреть. А там сзади тоже круассан или другое уже? Нет, это тоже все помещение круассана. Пойдем сюда, сходим. И чуть-чуть там посидим, что-то перекусим, потому что очень хочется кушать. Сегодня мы еще не кушали. Нужно занять место. Здравствуйте. Тут всякие пироженки. Я думаю, что тут есть и меню. Столик. Давай сюда сядем. Только тут вот чья-то чашечка. Я не знаю. А, нет, это не чашечка, это сахарница. Все хорошо. Вот так. Сейчас, может быть, нам дадут меню, не знаю. Сейчас узнаем. Смотрим меню. Ржаная чиабатта с овощами. Я думаю, что это подходит для вегетарианцев, но тут есть соус песто, а в соус песто входит чеснок, а я чеснок не ем. Так, ассорти из брускет не подходит для вегетарианцев. Что тут есть? Так, сицилийский суп. Он, кстати, без мяса. Чечевичный, овощной бульон с микрозеленью, сыром фета. Спросим, есть ли там чеснок. Я бы хотела попробовать чечевичный суп. Грибной есть. С шампиньонами. Тоже вариант. Суп-гуляш не подходит. Так, что еще тут есть? Багеты. Горячее блюдо. Шницели, индейки. Смотрим, что есть для вегетарианцев. Стейки с брокколи и нута. Подается с пюре из сельдерея, сальса из овощей, острым соусом кимчи, листьями мангольда и томатами черри. Хотелось бы попробовать, конечно. Есть смесь кускуса и кино с морковью и цукини. Как гарнир подается. Вот это было бы очень интересно, такой стейки с брокколи. Ты бы хотел, Владимир Николаевич, попробовать стейки с брокколи? Нет у тебя мыслей? А ты кашу хочешь, да? А я буду пробовать, я буду первопроходцем. Я буду пробовать вот это блюдо. Я хочу попробовать. Так, несладкие пироги. Что еще? У равиоли. Есть со шпинатом и рикоттой. 320 рублей. Тоже неплохой вариант для еды. Да, может быть, равиоли. Равиоли тоже очень круто. Ну, конечно, не бюджетный вариант. Не бюджетный вариант, но круто, вкусно. И тут можно наверняка попить. Кофе тут плохой, я сразу говорю. Но деваться некуда. Вот есть капучино. Мы попросим одноразовые стаканы, потому что я терпеть не могу в таких кружках. Лимонады. Ну, в общем, сейчас выберем что-нибудь. Мы все-таки заказали равиоли. Нам сейчас уже принесли латте. Сейчас мы будем пить кофе. Все как обычно. Ура, мы в Светлогорске.
Нам принесли равиоли. Зелененькие с кедровыми орешками. Красивенько. Да, красивенько, Владимир Николаевич. Мы будем есть. Ну вот, мы уже и поели, было очень вкусно. Кофе здесь оказался на удивление неплохой. Десерты мы не заказывали, равиоли хорошие. Чуть-чуть для меня жирноватенько, но кушать вкусно можно, для вегетарианцев нормально. Все-таки, наверное, нужны какие-то жиры. Вот. Так что нормально. Здесь очень много автобусов идет в Калининград, туда-обратно. То есть это вообще без проблем. Добраться сюда стоит рублей 115-120. Электричка мы заплатили 100. Электрички тоже регулярно ходят. Скорые поезда, вот, по-моему, 1 или 2 раза в день, на котором мы приехали. Ласточка. Обыкновенных электричек еще несколько. И много-много-много-много автобусов через каждые 15 минут, по-моему. Вот такой вот ларечек. Тут очень много магазинчиков, ларечков. Прогуляемся по городу. Пейзаж здесь потрясающий. Вот собачка бегает. Сначала пройдем. Владимир Николаевич пожелал оказаться на море. Поэтому нужно обязательно прогуляться, посмотреть. Вот магазин польской одежды. Нас очень любят продавать из Польши, привозить одежду. Но там значительно дешевле. Вообще в Польше очень низкие цены по сравнению с нами. Естественно, все привозят из Польши одежду, пытаются ее здесь на Светлогорском у вокзала месте продать втридорого, в 4 Поэтому я уже на это все не ведусь уже 100 лет. Никогда не покупайте здесь у вокзала никакие вещи. Это очень дорого. Они того не стоят просто. Вот. Не в обиду будет сказано людям, которые торгуют, но иногда и в 10 раз они превышают цены. Здесь сосновый бор, сосны. Из-за этого город действительно курорт самый настоящий, потому что очень приятная атмосфера. Все здесь дышат, здесь очень много кислорода, хорошего такого добротного кислорода. Все отдыхают, все чувствуют себя прекрасно. И приезжают сюда люди именно для выздоровления. Но не только. Здесь, в Светлогорске, естественно, вместо Юрмалы проводится КВН. Постоянно. Теперь здесь в Янтарь-холле это центр КВН. Но также здесь проходит очень много эстрадных концертов. Это же театр эстрады, да? Всякие выступления, артисты, да, и театральные постановки гастролируют сюда. Все самые знаменитые люди. Поэтому очень такой город известный в мире, в России. И многие его любят. Ну, естественно, цены чуть-чуть повыше, чем в Зеленоградске. Вот если от вокзала идти, вы видели канатную дорогу. Вот это следующий спуск к морю. Вот он такой вот длинный. Но мы на нем будем заходить. А спускаться мы будем по лестнице к солнечным часам. Почему? Потому что иначе я не смогу выдержать, я запыхаюсь. Если я спущусь здесь на лайте, а поднимусь по лестнице, мне не подняться. То есть мне в гору придется останавливаться несколько раз и ждать. А по лестнице раз 5-6 придется стоять. И люди надо мной обычно там похохатывают, поэтому я думаю, что лучше пройти так, как запланировали. То есть спуститься к солнечным часам около театра эстрады и дальше пройти по променаду и подняться здесь, вот как раз. Будет очень удобно. Думаю, что Владимир Николаевич со мной согласен. Здесь всегда афиши висят, какие концерты, что проходит. Вот, в театре эстрады. Ну, потрясающие виды, конечно. И вот там вот водонапорная башня виднеется. Такая очень известная водонапорная башня. Раушина. Здесь вот продают глинтвейн. Вообще здесь всегда весело, конечно, в Светлогорске. Тут вот много всяких кафе, ресторанчиков. Я находила еще кое-где кофе неплохой. Пройти здесь везде недалеко. Город маленький очень. Но вот если с горки спускаться, то есть мы сейчас на горе, по сути. Гора, которая, если еще раз спуститься с горы, приведет к морю, да? Но если спуститься вот туда,
Вот видите в сторону башни, если идти вниз самой спускаться, то вы спуститесь с такой большой горы, что вам придется очень тяжело подниматься в эту гору обратно. То есть она, ну, вы пройдете километров 5 вниз и опять обратно 5 километров будете подниматься. То есть это все будут дома Светлогорска. Многие из них очень красивые, дорогие. Самый захолустный, маленький, 50-квадратный, 50 квадратных метров домик здесь внизу стоит $500 000. Поэтому я думаю, что все поняли, да, насколько тут прилично стоит жилье в этом городе-курорте. Это вам не Москва. Москва просто отдыхает по ценам. По сравнению со Светлогорском, здесь дороже, жилье гораздо дороже. Но вы не пожалеете, если вы купите здесь квартиру или дом. Лучше дом. Если у вас есть деньги, вы можете здесь купить дом за 50 миллионов, и вы будете счастливы. Поверьте мне. Балтийское море прекрасно. Прекрасный климат, прекрасные сосны. Вы не пожалеете об этом, но вам нужно сначала миллиончиков 50-100 набрать на домик. С удовольствием, да. Поэтому здесь владельцы богатые, конечно, все этих зданий, этих отелей, огромных гостевых домов и всего-всего-всего. Вот есть уличный музыкант. Сегодня же 23 февраля. Заметьте, мы так идем все-таки по улице Ленина, на которой стоит наш отель. Поэтому это центральная здесь улица, и мы поселились очень удачно, я вам скажу. Очень. Вот здесь есть старый город, небольшой совершенно. Вот такой райончик. И тут торговый центр. Он особенный, он интересный. Я там буду снимать отдельно. Потому что вот этот торговый центр, да, отформлено еще до Новый год до сих пор. Вот этот торговый центр, тут даже елка до сих пор стоит, еще не убрали, да. Тоже называется Раушен. Он довольно прикольный такой. Вот там по второму этажу нужно ходить и снимать сверху и там. Поэтому мы сходим туда отдельно. Вот мы уже подошли к эстрадному, к театру эстрады Интерхолл. Сейчас мы пройдем по стрит-фуд. Скорее всего, точно есть такой там фестиваль сегодня, потому что праздник. Там кто-то кушает шашлыки наверняка. Сейчас посмотрим. 100 000 рублей метр квадратный, 90 000 цены. Ну, это цены... Метр квадратный. Да, это цены еще смешные вы назвали. Тут есть поприличней ценник. Вообще дома здесь есть новостройки, но чаще всего это старые немецкие красивые особняки, исторические, в которых еще историю надо сохранять. Дорого стоят, дорого. Они не так, не 100 000 квадратный метр, нет. Это квартиры там будут. Квартиры, да, это низенькие ценники. Довольно-таки. Ну и то, вот 100 000 квадратный метр, представьте. Вам нужно, допустим, купить квартиру 42 квадратных метра. Умножайте 42 на 100 000, и что получается? 4 миллиона 200. Да. Да, дорогие мои, и это совсем дешево для Светлогорска. Они это предлагают как какую-то акцию. Квартиры сейчас, кстати, строят только новой планировки. То есть, если однокомнатная, она должна быть не меньше, по-моему, 40. А если это двушка, то она будет 54, да? 54 же двушки квадратом. Ну, 5400 минимум. Вот. 60 квадратных метров у нас хрущевка трехкомнатная. А новостройки побольше, по-моему, они. Не знаю. Дорого здесь квартиры стоят, я вам скажу. И то, что предлагают, это дешево. Я еще раз повторю, что Питер точно отдыхает по ценам. И Москва в некоторых случаях очень сильно отдыхает по ценам. Но цены, ладно.
А вот приехать отдохнуть вы же всегда можете. Снять номер. Есть очень бюджетные номера. За человека 900 рублей. В хостеле заплатили и отдыхаете. А также есть санатории. Старый советский, типа Отрадного. Вы можете 900 рублей без лечения отдать за сутки. Вы будете жить в санатории, а с лечением, по-моему, 1000 с чем-то. 1500 или 1200. Тоже недорого. Только вам еще и предоставят все процедуры интересные, хорошие. Вот наш Янтарь-холл, театр эстрады. Здесь проводят КВН российский. Нет, стритфуд сегодня не работает, несмотря на то, что 23 февраля. И сейчас мы пойдем по самой основной Светлогорской лестнице. Но я хотела бы показать одни великолепные виды с горы, которые чуть-чуть в сторону. Потому что, ну, вид просто потрясающий. Пройдем туда. Тут уйти надо немножко 50 метров. И потом мы пойдем к лестнице обратно. Ой, какой ветер, какой ветер. Камера, наверное, шух-шух делает. Вот. Здесь находится музей Мирового океана. То есть не только он у нас в Калининграде. Он находится здесь, в Светлогорске. И там есть экспозиция. Африканская коллекция. Классная. Очень хочется сходить туда, показать ее Владимиру Николаевичу, потому что, ну, крутые вещи там. И вам показать тоже очень хочется. Красиво. Тут есть кинотеатр, тут есть ресторан, тут есть все для того, чтобы просто отдыхать и веселиться и радоваться жизни. Мы ездили сюда на спектакль «Мастер и Маргарита», который проводил наш драмтеатр калининградский. Было прикольно. 28 февраля Эдвин Мартин, звезда. Скрипка. Очень хорошо играет. Скрипач с мировым именем. Но цена на билет, да, впечатлила нас, и мы решили не ходить. Честно. 3000 цена на билет. Вот. Так что... Приличные цены. О, какой ветер. Вот так хотя бы постараюсь как-то подержать, чтобы не так микрофон дуло. То есть нужно чуть-чуть выставлять пальцы. Посмотрим, что из этого получится. Гуляем. Сегодня обещали волны до 6 метров. Итак, если вы хотите получить немножечко больше впечатлений от Светлогорска, вам нужно обязательно пройти вот на ту дорожечку за машинами. Вот сюда можно пройти, да. Вот сюда проходите. Да, вот так. Сегодня так солнечно, так тепло, уже вспотела даже. Вот сюда по кругу. И вот там вот еще, вот видите, где люди идут в розовеньком? Еще одна дорожечка. Еще одна. И там будет смотровая площадка. Очень красиво. Очень шикарно. Сейчас я вам все покажу. Это отдельный шедевр. Я думаю, что нужно будет замереть и понаблюдать за нашим морем. Какое оно красивое, какое оно величественное. То есть не только там, где вагончики, да, можно наблюдать, а еще отсюда, с смотровой площадки. Но у смотровой площадки есть одна особенность шикарная. У нее нет ограничителей. То есть вались ты с обрыва куда хочешь. И ничего тебе за это не будет. Народ там, по-моему, много сейчас. Все стоят уже и смотрят с нее. Фотографируются. Да, фотографируются. И у меня там медленно начинает все сжиматься внутри. И такая трясучечка. Потому что высота офигенная. И ты стоишь над обрывом. И никакого ограждения. Надеюсь, может, они его, конечно, построили. Но когда последний раз здесь была, год назад, никакого ограждения не было. Это было ужасно. Честно. Ох, какой ветер. Ох, какой ветер. Как деревья такая шатаются. Ух. Надеюсь, в камеру не так. Все зелененько. Видите, вот мы ехали в электричке, да? Все поля желтенькие были, а здесь нет. Здесь в городах все зеленое. Весна полностью процветает. Ну, давайте, Владимир Николаевич, глянем на море. Да подождите, мне сначала площадку-то найти. Это не то место, погодите. Сейчас найдем. Тут лавочка стоит, да.
Где вот она у нас, площадочка-то? Мы с Катериной Рыбкиной тут фотографировались. Сейчас. Может быть и дальше. Сейчас найдем. Не переживайте. Сейчас мы тут ее покажем. Мы сейчас пойдем, найдем ее. А тут смотрите, какой шаткий заборчик. Это лавочка стоит вот такая. И вау! Такой обрыв и море. Ну, давайте теперь замрем и будем снимать. Не, красиво. Очень красиво. Сюда, с этой стороны. Волны достаточно высокие. Так волну передавали 6 метров. Ты посмотри, бьется об променад. Об край променада, вот. Сейчас смотрите, бьются волны. Деревянных они плохо справляют. Их построили в прошлом году. Я была на строительстве. Не было их тут раньше. Вон еще до сих пор экскаватор стоит, достраивает променад. Сходим в обе стороны сейчас, когда спустимся. И в эту сторону сначала сходим, потом в ту. Сейчас понаблюдаем за морем. Я еще хочу фотографию сделать. Держи. Дальше прогуляемся, посмотрим смотровые площадки, какие здесь есть. Потому что, видимо, все строили здесь, строили. Видно, что строили. Здесь был полностью обрыв, никаких заборов. Сейчас хотя бы достроили забор, потому что здесь он был в прошлом году просто частично. Просто частично. Сейчас нет. Сейчас, посмотрите, хорошее ограждение. Ну, хорошее, по крайней мере, какое-то есть. Вот. И сейчас найдем эту смотровую площадку. Ну, вид просто потрясающий. Лучше не придумаешь, я считаю. Красота неописуемая. Просто неимоверная. Идем. Есть такой парк приятный.
Может, ее закрыли? Эту площадку. Но мы лучше... Нет, мы по центральной лестнице пойдем, Да, конечно. вот эту лестницу просто остановить, вот она такая деревянная. Да, мы прошли то место. Мне кажется, мы были там, но ее закрыли. Ее переделали вот за этим забором новым. Он прям новый забор, видно. Потому что смотровая была страшная, вот валить не хочу туда с обрыва. И все. Ну все, нам просто против ветра идти, наверное, включи камеру. Ну хорошо, сейчас к лестнице подойдем и будем дальше снимать. Вот мы опять подошли уже к театру Янтарь Холл. И сейчас найдем лестницу. Ну, она такая большая, такая длинная, высокая. И будем спускаться с вами вместе к солнечным часам Светлогорска. Это очень интересно. А тут фонарь такой прям примечательный. Здесь все хорошо и красиво. Я только не пойму, что это за заборчик такой. Нет, это парк аттракционов строят, вот видишь? Угу. Ну да, что-то строят там. Это площадка прям сделана. Вот. Опять тут сосенки. Это вот Светлогорск я его называю физкультурный город, потому что здесь всегда так, ну занимаешься физкультуркой-то, а что потом ни ножек не чувствуешь, ничего. Хороший воздух располагается. Да, да. Так, а лесенка-то в какую сторону? Что-то я Ну, вправо, возможно, нет? запуталась. Нет, там, наверное, надо спускаться, Вов. Что, мы пройдем вдоль берега. Ну, пошли вдоль берега. Что-то я запуталась. Снизу театр с этой стороны. Ага. Да, красота. Мы идем такие умные по велодорожке. Видимо, нам сегодня почем, да? Хоккей-то с мячом у нас. Но тут еще много вот этих видов. Может быть, там где-то это смотровая. Я немножко запуталась. Год не было. Не она, вот, которую сзади, видишь, вот ее закрыли. Это Может быть, ее она закрыли, была. да. Может, это ее закрыли и делают настоящую красивую смотровую. Может быть, вот Да, так? это не кафешка, скорее всего, что смотровая площадь. Да, наверное. Всё. Слушай, правда. Значит, нам влево тогда идти. Ну, пойдем, там вот еще люди стоят, тоже посмотрим виды сверху еще. И спускаться будем. Тут кто-то на прокат взял эти штучки, прикольно. Ехай, не хочу. Здорово. Пешие прогулки. Светлогорск. Я тут видела парня в прошлом году. Мы как раз с сыном были, с друзьями здесь. А вот эта площадка, вот она, Вова. Это она? Да, мы ее нашли, ура! То чувство, когда ты путаешься. Ну-ка, загородили ее заборчиком? Да, ее загородили. Это она. Она была ужасная. Она была такая страшная. Вот. Все, нашли мы ее. Видите, какой вид? Какая волна. Ух, прям. Я уже знаю теперь, куда нам. Я немножко путаюсь. Вот смотрите-ка, навыки как пропадают у человека в голове. Вроде знаю, вот куда идти, да? Чуть-чуть раз пройду мимо, чуть-чуть раз не туда повернула. Вот еще. Да, тут много теперь, вот много. Но забор поставили, слава богу, по всей длине, потому что было реально опасно. Но мы сейчас далеко ушли. На самом деле можно было поближе пройти, да? Но зато прогулялись. Все показала Вове, вам. Тут вот тоже дома. И вот смотрите, какие хвойные вот прям растения. Елочки всякие, кедрики. Классно.
Тут вот город Светлогорск. И вот эти горки, они... Я видела парня прошлый год. Он занимался борьбой. Как он бегал, как он... Вот это вольная борьба или как вот кикбоксинг, может быть. Но человек явно очень спортивный, вот, наверное, чемпион какой-нибудь. Он сначала бегал по променаду, потом по линии береговой, то есть вот просто где пляж. Разминался ногами, значит, туды-сюды. А потом как он сиганет по этой лестнице вверх. Я иду, меня уже тянут за все мои руки, чтобы я дошла, слава тебе, Господи. Я уже отдохнула раз 6, еле добираюсь. А он за это время раза 4 вверх поднялся и 4 раза спустился и еще бежит. Такой спортсмен я. У меня такой шок был. Как так? Вот эта лестница, вот мы ее видим уже через забор. Сейчас будем спускаться. До нее дошли. Кузьими тропками дошли до нее. Здесь очень красиво и мило и хорошо. Люблю я Светлогорск. Вот здесь, в этом доме, по-моему, в квартире, то, что я увидел, Да. 90 тысяч. Мы просто кругом обошли. Угу. Ну, начинаем наш спуск. Представь, как по ней подниматься потом. Она огромная. Здесь тоже люди Похоже часто на стоят, Потемкинскую смотрят. лестницу одесскую. Да? Ну, Тоже конечно, высокая? Да, выше намного, больше Потемкинская. Но почему-то у меня такие ассоциации. То есть еще выше, да, она прям у вас? Возможно. Ну, вот видишь, в Одессе есть лесенка и побольше. А я тут выпендриваюсь, хожу. А нет, вот Потемкинская, она вот Ой-ой-ой. Так надо, чтобы... Ветер-то не так, чтобы ее камеру-то сдувал. И люди, чтобы подняться, отдыхают на лавочке иногда. Я тоже отдыхала и на лестницу садилась, как-то было дело и так далее. Подъем тяжел для меня. Потому что очень высоко, конечно. Ну, красиво. Приятно. Вот они, солнечные часы. У меня уже ушки надуло, несмотря на то, что на улице тепло. Мне нравится, там на солнечных часах знаки зодиака все расписаны. Так красиво. Море сегодня волнуется. Ночью была волна очень высокая. Вот даже сейчас люди обсуждали. 6 метров волна, 28 метров, по-моему, ветер сильный был. Ну и сегодня море такое, волнующееся. Конкретно так. По часам этим можно ходить. там вода. Вот. Ну и что? Сейчас я сниму на камеру. Ну что вода. Вот часы солнечные. Ох, как задувает. И тут все знаки зодиака. Вот это Владимир Николаевич. Вот тут весы.
Вот дева. А тут вот лев нарисован. Мозаикой выложен рак. Телец. Овен. Рыбы. Водолей. И я. Козерог. Месяцы перепутаны. Ну да ладно. Это, видимо, начало этих знаков зодиака. Какой месяц именно начало. Вот. Такой променад. И море. Море. Сегодня полный прилив. Потому что новолуние. Новая луна всегда рождает вот такие подъем воды.